Ассаламу алейкум. Так, я в 5 часов вечера сегодня выкладывал видео о чеченце, который возвращался домой в Чеченскую Республику из Европы, о том, что он в Литве, у него сломалась машина. На тот момент не нашел, не встретил людей, которые говорили бы по-русски, даже, в общем, немножко был растерян и позвонил нам на номер 928 002 56 56. Вот, и в тот момент в Литве мы никого не знали. У нас был хороший очень товарищ по имени Арби в Латвии, но, к сожалению, на тот момент с Арби мы никак связаться не могли. И поэтому я записал видео. Это было около 5 часов вечера сегодня, 22 июня. Вот. И с того момента, сейчас можно сказать, вопрос уже, образно говоря, решен. На данный момент, через где-то часа два, наверное, после этого Арби вышел на связь, сказал, что он был где-то за пределами, как говорится, действия сети. Я их связал с человеком, который застрял в Литве. Того человека звали Хасан. Вот, я их связал. Потом, после этого, связался со мной один мой, опять же, знакомый по интернету по имени Магомед. Он сам из Ингушетии, из села Яндари. Вот. Он также сказал, что у него есть знакомые в Литве, тоже попросил номер Хасана и сказал, что его знакомые тоже с ним свяжутся и окажут возможную помощь. После этого позвонил человек по имени Ахмед, сказал, что у него в Литве есть знакомый парень, которого зовут Заур, дал его номер. Мы связались с Зауром, разговаривали. Он тоже взял телефон Хасана, связался с ним. Вот. И сейчас уже буквально вот только что, недавно говорили, связался человек по имени Абдурахман. Он из Швеции сам, живет в Швеции, сам-то он из Чеченской Республики. И Абдурахман сказал, что у него есть там хорошие знакомые в Литве, они сами литовцы, они как раз специалисты по техническим делам автотранспорта, по ремонту автомобилей. Абдурахман взял номер этого Хасана, сказал, что завтра с утра проконсультирует его и по ремонту, и куда, где обращаться, если будет необходимость, если будет что-то, какие-то сложности, уже обратиться к своим друзьям-литовцам. Как оказалось, они от того города находятся где-то на расстоянии около 20-30 километров, то есть недалеко. В общем, вопрос Хасана, слава Аллаху, решается достаточно хорошо. Мне просто это нравится, поэтому хочу дать послушать вам голос самого Хасана. Сейчас. Вопрос, что знают там люди русский язык, не знают русский язык. В тот момент, когда Хасан позвонил, машина сломалась, он ничего не мог с ней поделать, оказался в незнакомом месте. Так получилось, что те люди, к которым он обращался, были относительно молодые, более взрослых на тот момент он, так получается, не увидел. Более молодые, они русского языка, как правило, вроде говорят, не знают. Вот, кстати, Заур, парень, который живет в самой Литве, он сказал, что именно в этом городе действительно очень мало говорят на русском языке, что они языка не знают. Город Алитус, не знаю, как ударение правильно будет. Вот. Парень, который живет в самой Литве, сказал, что действительно в этом городе очень мало говорят на русском языке, что там русскоязычных мало. Вот сейчас дам послушать буквально несколько. Это голос самого Хасана. سازو هميز عندهم دياس ندير معايد تغير ساتيلي وناقزنا وشايتني دريس خلون قيتيو وسحقيتو
Альберто, как называется город? Алитус. Алитус, Алитус. Алитус. Город Алитус, сервис Борща, ну кто? Так. Как эта улица называется? Вот. Далее Хасан говорит об Арби из Латвии, который с ним связался. Вот. Ну, приятно. Там говорит он на чеченском, но он говорит, что сейчас ему помогли, они доехали до тех станций в городе Алитус, что они будут машину осматривать, но только завтра узнают, что с ней. Вот сейчас другое уже его голосовое. Чун худу бахан худу милда хауса душа шалатар забол специалист. Чун дек доцак машан дек доцак шек хала шати нахте бахи дар бан каунсир. Ist Eis, ist all die Chaos, die du hast, was ein Problem jetzt. Eis, er checkt der Laser, so has a look what it's Eis, der ist wohl von zu der ist well. Wie ist es? Ein bisschen Halle. Maschine ist ja auch, ist ja. Weg der Schick Deutschland, В общем, он говорит, что с ним связался Арби из Латвии уже и сказал, что завтра, после того, как будет известны результаты диагностики и будет известно, что случилось с машиной, какая помощь нужна, что он скажет своим друзьям из Каунаса, они подведут и окажут любую помощь, которая необходима. Если нужен будет предоставить транспорт, если нужны будут финансовые средства, тоже помогут. Вот такие дела. Огромное спасибо Арби. Я его, кстати, никогда в жизни не видел, уже 4 года вот так вот с ним как бы перезваниваюсь, переписываюсь, как бы впервые о нем услышал, когда нужна была тоже одной женщине, они попали в аварию, помощь нужна была в Литве. Мы тогда искали людей, которые смогли бы им помочь. И отозвался вот этот человек, Арби, оказал этой женщине помощь. Огромное ему спасибо. И с тех пор не раз, когда мы обращались, когда там что-то случалось в Литве, в Латвии, он всегда помогал. Огромное спасибо Арби. Я его, кстати, никогда в жизни не видел. Геноваться так. Так, после этого вот уже голос Магомеда из Ингушетии. Только таким путем мы сохранимся, иначе нам тоже конец. Наша сила только в этом. Связи. Давай в любом случае, я сейчас выйти на связь, я ему дам номер тоже, чтобы к нему подъехали. На связь давай. Я даю послушать, потому что все равно приятно, когда люди друг другу помогают. Помогают друг другу люди, которые никогда в жизни друг друга не видели и, возможно, даже и не увидят. В этом самое ценное, самое классное вообще, что можно придумать. Вот такие дела. Ну, помимо этого, сегодня были еще 2 новости. Я, наверное, о них расскажу уже завтра. Сейчас поздно, почти 11 ночи. Вот. Сейчас здесь было Алдикант веком было 495. Так, Дима Ростов, ассаламу алейкум, скажи по-братски про ковчег. Последние новости. Дима, я пока в последние дни новостей, как бы последние несколько дней не связывался с ними. Чуть позже знаю, что к чему. Есть одно видео, которое мне дали еще несколько дней назад, попросили выложить, но оно очень большое по объему, а я все свои ролики монтирую в телефоне. У меня
как бы в телефоне ни объема памяти. У меня только 32 гигабайта объем памяти. В общем, и то он бывает забит. В общем, не хватает у меня технических пока возможностей. Надо будет как-то или на компьютер загружать, или попросить кого-то смонтировать. Пока не получается. Я смонтирую видео, которое они мне дали. Оно очень большое. Найду возможность смонтировать не в телефоне, а так. И потом уже выложу. Вот такие дела. Это про Ноев ковчег, про то, что там ищут. Выложу потом. Спасибо большое. Адикел Масира Дале, кто был. До свидания.